Для Дзыгута может появиться уникальная зона отдыха. Участник конкурса «Гостеприимная Абхазия» Мурат Таня представил свой проект по созданию парковой зоны в селе Дзыгута Сухумского района. Проект предполагает создание зоны отдыха с озерами, кофейнями и мини-библиотеками, где можно будет отдохнуть и приятно провести время. В Сеуле открылся Абхазско-корейский культурный центр. В открытии приняли участие министр культуры Даур Кове, и мероприятие прошло в здании Национальной ассамблеи парламента Республики Корея. И основная цель нового центра – развитие и углубление культурного сотрудничества между Абхазией и Южной Кореей, а также создание платформы для обмена опытом, творческими проектами и гуманитарными инициативами. В США вместе с другими странами предлагают создать в Газе временное международное управление, чтобы навести там порядок, восстановить регион. Сейчас этот план обсуждают Россия, Израиль и страны Ближнего Востока. Команда из Абхазии приняла участие во всероссийской военной игре «Зорница 2.0». В течение 10 дней школьники из Сухума принимали участие в соревнованиях, изучали навыки военных действий и применяли их в трехдневной военной игре. Россия оказала помощь в устранении последствий стихии. Краснодарский край и Ханты-Мансийский автономный округ передали стройматериалы, которые будут использованы для ликвидации последствий стихийного бедствия на поврежденных объектах. Начальник УГХ администрации Сухума Руслан Авицба выразил огромную благодарность руководству Краснодарского края и Ханты-Мансийского автономного округа за оказанную помощь от лица всей Республики Абхазия. В Сухуме прошел просветительский марафон «Знание первое», посвященный 80-летию атомной промышленности в России. На мероприятии выступил глава государства Бадра Гунба. Он подчеркнул важность проведения марафона в Сухуме, в городе, где в физико-техническом институте трудились выдающиеся ученые, которые внесли вклад в развитие советской атомной науки. По всей Абхазии прошел республиканский субботник. В экологической акции приняли активное участие жители всех регионов страны. Субботник прошел по инициативе команды Абхазии и при поддержке администрации президента Республики Абхазия. В Сухуме отметили День освобождения столицы праздничным концертом. В этот день жители и гости столицы собрались вместе, чтобы почтить память героев и насладиться яркой и насыщенной концертной программой. Мероприятие завершили праздничным фейерверком. Всем спасибо, подписывайтесь, пишите комментарии. Нам очень важно знать ваше мнение, о каких новостях вы хотели бы слышать. Да. Пока.